Кинотеатры гремят от сиквела того же фильма «Елки 2». За первый прокатный уикенд лента уверенно вышла в лидеры, собрав без малого $8 миллионов. Семейную новогоднюю комедию приготовили по проверенному рецепту. Невероятный сюжет, хорошие актеры и, конечно, импровизация. Как готовятся встретить год дракона актеры и что у них общего со своими персонажами, узнала Юлия Киселева. 31 декабря Гоша Куценко в костюме дракона заберется на главную городскую елку. Неутомимые скейтбордисты Александр Головин и Александр Домогаров прокатятся по городу в чугунной ванне, а Иван Ургант потеряет память. Какое сегодня число? Сегодня 31 декабря. Создателям фильма удалось снять настоящее новогоднее кино с небывалым накалом страстей, остроумными шутками и невероятными чудесами, которые, как оказалось, происходят с актерами не только на экране. Новогодняя история амнезии заставила Галину Коньшину забыть о больших гонорарах и, не задумываясь, согласиться на небольшую роль свахи. Ее героиня 31 декабря изо всех сил старается выдать дочь замуж за француза. По иронии судьбы, сюжет новеллы оказался автобиографичным. Мои друзья решили, пригласить меня в дом, где, в общем, ожидал меня предполагаемый жених. Но жених мне так не понравился. Но мне очень понравился его 80-летний дедушка, который приехал из Парижа. Дед был вне конкуренции. Мы с ним пели романсы на французском языке. В общем, мы с ним шутили, шалили, танцевали. Галина призналась, что давно мечтает отметить Новый год в Париже. Однако год дракона актриса встретит традиционно, за кулисами. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. А мы, артисты, живем от работы до работы. А вот ее экранная дочь, актриса Елена Плаксина, отмечает Новый год неординарно и всегда по-разному. На катке с друзьями, в деревне, где нет электричества, и даже в вагоне поезда. С родными и